Здравствуйте. Здравствуйте. Проверка связи. Видно, слышно. Напишите, пожалуйста, в чат. День добрый. Отлично, ребята. Начнем тогда урок географии. Я ваш новый учитель. Меня зовут Асель Джиналиевна. Рада с вами познакомиться. Буду вести географию теперь я. Ребята, в этом году вы повзрослели на 1 год. Отлично. Вы повзрослели на 1 год, соответственно, вы перешли на 9 класс. Да? 9 класс, он является выпускным. Поздравляю вас с началом учебного года. Желаю вам сил, терпения, удачи во всем. Здравствуйте, ребята, подключайтесь. В этом году, ребята, мы с вами будем обучаться по вот этой вот книжке. Учебник называется «География Кыргызской Республики», 8-9 класс, да? Мы будем с вами проходить за 9 класс экономическую, социальную географию. Экономическая и социальная география Кыргызской Республики, ребята. В прошлом году, в 8 классе, вы изучали физическую географию Кыргызстана. А у нас сегодня тема урока «Введение. Экономическая и социальная география Кыргызстана», ребята. Целью сегодняшнего урока является, это, конечно же, сформулировать задачи курса «Экономическая и социальная география Кыргызстана», показать значение географии как науки в изучении окружающего мира, и, конечно же, обязательно вызвать ваш интерес к изучению географии хозяйства и населения Кыргызстана. И с вами, конечно, познакомимся с особенностями структуры учебника за 9 класс. Прежде чем начать урок, ребята, давайте мы с вами остановимся, познакомимся с основными требованиями к ведению рабочей тетради и работе с контурными картами. Все записи в тетрадях делать синей пастой. При необходимости выделить текст можно использовать другие цвета. Рисунки выполнять карандашами. Каждую контурную карту нужно подписывать. А подписываем мы в правом верхнем углу. Пишите свою фамилию, имя, класс. Все надписи на контурной карте делают мелко, четко, красиво и желательно печатными буквами. Если название объекта не помещается на карте, то около него ставят цифру, а внизу карты пишут, что означает данная цифра. Можете либо в графе условные знаки, либо же добавить листочек, да, и заполнить этот листочек вашими условными знаками. Ребята, для того, чтобы приступить к обучению географии, нам необходимо несколько атрибутов. Да? Самое основное – это учебник по географии. Да? Надеюсь, вы его уже все получили. Следующая ваша рабочая тетрадь. Вы можете ее продолжать, если у вас остались листочки с 8 класса, либо можете приобрести новую. И обязательно, ребята, контурная карта Кыргызской Республики. Именно за 9 класс. С чего мы начнем, ребята? Мы начнем с того, что вспомним 8 класс. Первый вопрос. Да, можно выделить текстовым выводителем. Какие особенности рельефа можно выделить на территории Кыргызстана? Первый вопрос, ребята. Давайте вспомним 8 класс. Какие особенности рельефа можно выделить на территории Кыргызстана? Жду ваши ответы в чат. Айнуска пишет у нас горы. Еще, ребята. Рельеф является горным, пишет Алан. Равнины, низменности, плоскогорья, равнины.
Молодцы, ребята, спасибо, что вы активно участвуете. Равнина у нас Джамиль пишет. Ребята, смотрите, особенности рельефа Кыргызстана мы с вами подразделяли, да, в 8 классе на Памир-Алайский рельеф и Тянь-Шанский рельеф, да, соответственно, наша территория Кыргызстана относится к двум большим горным системам. Это говорит о том, что территория Кыргызстана более 95% занята горными массивами. Второй вопрос, ребята, скажите, пожалуйста, какие климатообразующие факторы формируют климат Кыргызстана? Адель пишет, Адель пишет у нас резко континентальный климат. Ребята, правильно, молодцы, что вы пишете, какой тип климата у нас. Но что именно влияет на формирование климата? Давайте я вам подскажу. Рельеф. Еще какие факторы формируют климат Кыргызстана? Озера, реки, пишет Айнуска. Это второстепенные факторы, но тоже влияют. Горы, София пишет. Географическое расположение. Молодец, Марзасид. Расположение, рельеф, воздушной массы, температура, пишет у нас Алан. Молодцы. Значит, ребята, самый основной фактор, который формирует климат, это, конечно же, географическое положение. Затем у нас идет рельеф, да? Молодцы, ребята. Теперь скажите, пожалуйста, какое влияние оказывают горные системы на физико-географические особенности территории Кыргызстана? Какое влияние оказывают горные системы на физико-географические особенности территории Кыргызстана? Они влияют на климат. Молодец, Алан. Еще. Землетрясением. Хорошо. Температура. Климат, да, получается, еще. Дожди у нас уже относятся к погоде, да, как раз таки погода это основные, получается, явления климата. Еще, ребята. На именно, ребята, физико-географическое положение. Каким образом влияют? Сейсмическими импульсами. Молодец, Марзасаид. Отлично. Значит, ребята, самое основное влияние, это, конечно же, влияет на рельеф, да. Помимо этого, влияет на географическое положение, влияет на горные системы. То, что вы ранее писали, этому всему имеет огромное влияние наши горные системы, да. Формирование воздушных масс, формирование климата, да, формирование горных рек, формирование озер, речного стока, это все оказывает влияние горных систем. Молодцы, спасибо вам за активное участие. Мы с вами начинаем изучение курса «Экономическая география Кыргызстана». Что такое экономическая и социальная география? Каким образом она связана с географией? Да? Как мы будем ее изучать? Кто является основоположником? Это все, ребята, сегодня с вами узнаем на уроке. Экономическая и социальная география мира – это общественная географическая наука. Она изучает развитие, размещение населения и хозяйства в мире в целом и, конечно же, в отдельных регионах и странах. Как раз-таки экономическая и социальная география Кыргызстана, это, получается, изучает развитие, размещение населения Кыргызстана, хозяйство внутри государства и влияние на соседних стран, затрагивая вопросы международных отношений, глобальных проблем человечества и взаимодействия общества с природой. Социальная и экономическая география позволяет лучше понять современный этап мирового развития. О чем это говорит, ребята? Если мы, например, с вами
в 8 классе изучали физическую географию Кыргызстана, мы с вами ознакомились именно с природными процессами, которые происходили на нашей территории. В 9 классе мы с вами будем изучать экономическую и социальную географию. Это говорит о том, что мы с вами будем изучать влияние общества, влияние населения на как раз-таки мировое развитие, на развитие государства. Продолжаем. Основные методы изучения социально-экономической географии. Вы знаете, да, что да, Луа, я обязательно отправлю презентацию классным руководителям. Угу. Смотрите, ребята, в каждой науке есть свои методы изучения. Точно так же и в социально-экономической географии есть свои методы изучения. Основные методы, я выделила 5, ребята, методов. Первый метод – это метод системного анализа, включает в себя изучение внутренних и внешних связей территориальной системы и всестороннее изучение всей территориальной системы. То есть, ребята, производя системный анализ, мы с вами можем получить основные данные. И как раз-таки этот метод называется системного анализа. Следующий, ребята, статистический метод. То есть как раз-таки обработка и анализ большого массива количественной информации. Здесь уже идет именно статистический метод. Следующий – это картографический метод. Мы понимаем, да, что географию без карт представить невозможно. Соответственно, это самый основной метод. Он необходим для изучения размещения хозяйств и населения в разрезе стран и отдельных регионов. То есть как раз-таки размещение хозяйства, каким образом влияет на экономику страны и каким образом нужно увидеть ее в 3D формате, в 2D формате, да, это как раз-таки картографический метод. Сравнительный географический метод. Здесь уже предполагается сравнение различных территориальных систем по различным признакам. Например, да, мы с вами собираем основные данные про Кыргызстан. Да, как раз-таки здесь можно сравнить Кыргызстан с другими государствами в экономическом плане, в социальном плане, да, в плане физико-географического положения и так далее. Здесь используется уже сравнительный географический метод. Следующий метод – это исторический. То есть с помощью сравнения общего и особенного в исторических явлениях мы выявляем основные тенденции развития. То есть каким образом история повлияла на нынешний исход развития страны. Давайте, ребята, с вами снова вспомним государственные границы Кыргызстана, да. За 8 класс, ребята, скажите, пожалуйста, с севера и северо-востока с каким государством граничит Кыргызстан? С севера и северо-востока с каким государством граничит Кыргызстан? Айнуска написала Казахстан. Молодец. Казахстан. Отлично, ребята. Молодцы. Напишите, пожалуйста, теперь с юга и с юго-запада с каким государством граничит Кыргызстан? С юга и с юго-запада, ребята. Молодцы. С юга и с юго-запада, ребята, как раз-таки граничит у нас с Узбекистаном, да? Скажите, пожалуйста, теперь с юга и с юго-востока с каким государством граничит? Китай отдельно написал, молодцы. А какое государство у нас осталось? С каким государством еще граничит Кыргызстан? Таджикистан пишет Азрет, Манап пишет. Молодцы, ребята, отлично, не забыли, да? Продолжаем. Значит, первое задание мы с вами выполнили, да? Назвали государство, которое граничит наше государство. Обозначили 4 стран, да? Это Казахстан, Узбекистан, Таджикистан и Китай. Оказывают ли влияние государства-соседей на экономику нашей республики? Давайте мы с вами вспомним. Каким образом влияют наши соседи на экономику страны? Правильно, ребята, влияет, да? Молодцы, Милана пишет.
Адиль пишет импорт-экспорт. Отлично, ребята. Таможня. То, что мы состоим в разных организациях, да, как раз таки. Угу. А каким образом влияют, ребята? Скажите, пожалуйста. Финансово помогают, да? Внутренний рынок. Азрет, наверное, хотел сказать, что влияет на внутренний рынок, да? Нурсултан пишет, что мы зависимая страна. Ребята, мы независимое государство, да? Единственное, Кыргызстан относится к группе стран развивающихся. Соответственно, когда ты находишься на этапе развития, мы всегда получаем помощь, да? Это может быть как раз-таки гуманитарная помощь, финансовая помощь, да? Угу. Молодцы, ребята. Следующий вопрос. Что вы знаете о значимости границ Кыргызстана? Что вы знаете о значимости границ Кыргызстана? Айнуска у нас задумалась. Как вы думаете, важна ли настолько границы, которые у нас имеются? Манап отвечает, что он знает о значимости, да? Границы нерушимые. Без границ нам могут незаконно проходить. Угу. Еще. Границы, ребята, необходимы, да? Это основное необходимое условие для того, чтобы государство было независимым, да? Это обязательно границы, население, язык и государственный атрибут, да? Следующее, ребята. Если не будет границ, правильно. Какое значение для населения имеют границы государства, ребята? Как вы думаете, какое значение? Паспортный контроль. Эльдар пишет у нас. Какое значение для населения имеют границы государства? Как вы думаете? Давайте вы, ребята, над этим вопросом подумайте, а мы с вами еще вернемся к этому вопросу, да? Суверенная территория, молодец, Ильдар. Начнем мы изучение Кыргызской республики. Кыргызстан– государство, располагающееся в центре Евразии, полностью относится к Азии. Мы с вами видим, да, на земном шаре Кыргызстан не имеет выхода в океан, либо же в море, да. Площадь территории, ребята, составляет 199 900 квадратных километров. Расположение от Ферганской долины на западе до центральной части Тянь-Шаня с востока, от Казахстана с севера до северной части Памира с юга расположения. Как вы знаете, на севере граничит с Казахстаном, протяженность границ составляет 1113 километров. На востоке и юго-востоке оно граничит вот с Китаем. Видите, да, насколько большая территория Китая? 1048 километров, ребята. На юго-западе оно граничит с Таджикистаном 972 километра. И на западе граничит с Узбекистаном 1374 километра. Общая протяженность сухопутных границ составляет 4503 километра. И как вы знаете, Кыргызстан – страна, которая не имеет выхода в мировой океан. На юго-западе страны находится горная система Памира-Алай. Вот она, ребята. На северо-востоке расположен Тянь-Шань. Как раз таки вы знаете, да, что территория Кыргызстана полностью расположена на двух, получается, основных горных системах. Самая высокая точка – это пик Победы, 7439 метров.
И вы знаете, да, что горные системы разделены высокогорными долинами, котловинами. Это как раз-таки Чуйская долина, Таланская долина, Ферганская долина и Алайская долина. Да? Где они расположены? Вот Чуйская, Таласская, да, Ферганская долина, вот она у нас, и Алайская долина, ребята. Как вы знаете, ребята, Кыргызстан у нас, да, является демократичной республикой. Да? Государственное устройство Кыргызской республики определяется Конституцией, которая была принята 27 июня 2010 года. Новая Конституция определяет государственную форму правления Кыргызстана как парламентскую республику. Парламент и премьер-министр имеют значительно больше власти и полномочий, нежели чем президент. Да? Как раз таки управление у нас является парламентско-президентским. Как вы знаете, президент у нас избирается всенародным голосованием сроком на 6 лет без права переизбирания на второй срок. Одно и то же лицо не может быть избрано президентом дважды. Это вы, ребята, надеюсь, знаете, да? Основные символики – это у нас герб Кыргызстана. Он был разработан 14 января 1994 года постановлением Джеворкы Кенеша, да? Государственный флаг Кыргызской республики, ребята. Надеюсь, вы все осведомлены. Гимн, он был утвержден постановлением Джеворкы Кенеша 18 декабря 1992 года. Надеюсь, об этом вы тоже знаете. Давайте теперь мы с вами перейдем на административно-территориальное деление Кыргызстана. Административно-территориальными единицами считаются города, районы, аильные аймаки. Да, это территориальное образование, которое состоит из одного либо же нескольких сел, да, получается. В состав Кыргызстана входят 498 муниципальных образований, из них 2 городских округа, 7 областей, 40 муниципальных районов, 28 городских и 423 сельских округов, ребята. Точнее, аил ыкмыту. Посмотрите, пожалуйста, на карту Кыргызстана. Мы с вами видим, что каждая область обозначена своим цветом, да? Видим, с какими странами граничит Кыргызстан. Значит, ребята, мы с вами приходим к такому выводу, что, познакомившись с видением, да, с экономической и социальной географией Кыргызстана, мы с вами узнаем о том, что Кыргызстан независимое государство, которое в течение многих веков проделали сложный путь к независимости своего государства. И из истории нам известно, что кыргызы один из древнейших народов мира. Кыргызский народ, пережив множество невзгод, обрел независимое государство путем потерь и новых приобретений. Оно стало суверенным 31 августа 1991 года. С основными атрибутиками вы знакомы, ребята, это очень хорошо. Давайте я сейчас вам подробно остановлюсь на домашнем задании, как мы его будем выполнять, чтобы у вас не было вопросов. Да? Как вы знаете, географию без контурных карт мы с вами не представляем. В 8 классе вы уже работали с контурными картами, и вы ознакомлены, да, как с ними работать, знаете условные знаки. Значит, первая практическая работа – это нужно вам обозначить на контурной карте области, районы и административные центры Кыргызстана. Открываете учебник, страницу номер 223, наносите на контурную карту границы областей. Надеюсь, вам всем известно, да, как мы обозначаем государственные границы и границы областей, ребята. Это вам все нужно выполнить в контурной карте, ребята. Можете либо воспользоваться презентацией. Вот здесь у нас указано как раз таки административно-территориальное деление, государственные границы, да, и границы межобластные. Видно, да, надеюсь? Также, ребята, как в этой карте, пожалуйста, разукрасьте каждую область своим цветом. Обязательно написать, как называется эта область, областной центр. Все названия, наименования, ребята, пишем черной пастой, печатными буквами. Обязательно на контурной карте обозначьте в правом верхнем углу фамилия, имя, класс. Как вы будете отправлять домашнее задание? Вот как раз таки задается такой вопрос, да?
Помимо этой практической работы, вам будет выслано задание с Я-класс. Практическую работу, ребята, выполняйте 2 недели. Дается вам ровно срок 2 недели. В течение 2 недель просьба прикрепить все ваши контурные карты в Я-классе. Ни на почту, ни на WhatsApp просьба не отправлять. Прошу вас, прикрепляйте все ваши контурные карты именно в Я-классе, где будет пометка «Новая практическая работа». Манав спрашивает, как это сделать, ребята. Я вашим тогда классным руководителям скину видео, да, как прикрепить файл. Хорошо? Видео в группу отправляли. Если отправляли, отлично, ребята. Угу. А второе задание – это SIA-класс. Ребята, вам нужно будет ответить на вопросы. Вопросы будут с учебника. Как раз-таки именно введение в экономическую, социальную географию Кыргызстана. Ребята, есть у вас еще вопросы? Вопросов нет, да? Куда отправить карту? Ребята, карту, пожалуйста, прикрепляйте в Я-классе. Будет создана работа под наименованием «Практическая работа номер 1». До какого нужно карту сдать, ребята? 2 недели.